Незаконную реализацию спиртосодержащей продукции выявляли в Сунжинском районе. Инициаторами проверки стали представители районной администрации. В ходе полученной ранее информации от местных жителей они совместно с сотрудниками полиции, налоговой инспекции и службы МЧС провели рейд по нескольким торговым точкам, где предположительно и велась незаконная продажа. О выявленных нарушениях и нарушителях репортаж Микаила Тангеева. Вы должны предъявить, чтобы мы лицезрели ваши документы. Просто есть буква закона. Есть буква закона, которой надо следовать. Нет, ну нам ничего приносить не надо. У вас документы в наличии должны быть. Судя по реакции продавцов, гостей в этом придорожном кафе явно не ждали. И на то, как оказалось, были свои причины. Витрины здесь буквально забиты всевозможной алкогольной продукцией без документов на реализацию. Кое-какие бумаги все же нашлись и по запросу инспекторов были предоставлены. Правда, в них нашли много несоответствий. Эта недвижимость в целом находится на территории Сунжинского муниципального района. Разрешение на строительство и разрешение на ввод в эксплуатацию на эти здания мы не давали. Нет, мы не давали. В этом же здании расположено и помещение для клиентов, куда также наведались участники инспекционной комиссии. Здесь их ждал неприятный сюрприз. Завидев камеру съемочной группы, отдыхающие начали бурно возмущаться и даже рукоприкладствовать. Сотрудники полиции быстро приструнили нетрезвых мужчин, задержав их на сутки. Как вы уже видели, нами установлено несколько фактов нарушений. То отсутствуют документы вообще, то отсутствует документация, сопровождающая деятельность граждан частично. И в этой связи нами будут сейчас предприняты определенные меры воздействия как органов правопорядка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В ходе рейда были проверены еще несколько магазинов с идентичной картиной. Отсутствие патента на ведение деятельности по продаже алкогольной продукции, нарушение мер противопожарной безопасности и отсутствие разрешения на строительство коммерческих точек на данном земельном участке. По итогам инспекции было принято решение приостановить незаконную деятельность до выяснения всех обстоятельств и устранения недочетов. Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация, отсутствует первичное средство пожаротушения, отсутствует удостоверение о прохождении пожарно-технического минимума и деревянной конструкции чердачного помещения не обработанным защитным составом. А какое наказание ждет, неизвестно? Там индивидуальный предприниматель, штраф от 30 до 40 тысяч. Помещения, которые за нашей спиной, они построены без разрешительных документов, и, соответственно, у них нет разрешения на ввод в эксплуатацию, и эксплуатация этих зданий в соответствии с действующим законодательством запрещена. Поэтому мы сейчас вручим предписание о незаконной реализации в том числе и о приостановлении деятельности вот этих коммерческих структур. Все выявленные нарушения носят исключительно административный характер. Хозяевам заведения необходимо в кратчайший срок устранить все недостатки и предъявить соответствующие госорганы пакет необходимых документов, разрешающих вести подобную деятельность. Микаил Тангеев, Марбек Миржоев, Новости 24.